В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Новые правила получения пенсии вступили в силу в России. Подробности расскажем в этом выпуске. В Иркутске набирает обороты акция помощи врачам городских поликлиник. Горожане на личных автомобилях доставляют к пациентам врачей. Из бересты и перьев глухаря якутская мастерица представила в Мирном необычную выставку. Новые правила получения пенсии вступили в силу в России. Согласно приказу Минтруда, пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка. Действующее законодательство предусматривает, что пенсионер сам выбирает, как именно он хочет получать пенсию. Через Почту России, когда курьер приносит деньги на дом, или через банковскую карту. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6%. Средний размер страховой пенсии составит почти 17,5 тысяч. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%. Новые правила целевого обучения в колледжах и вузах утвердило правительство страны. Теперь организации, которые направляют абитуриентов на такое обучение в случае отказа в трудоустройстве, должны будут возмещать бюджету соответствующие расходы. Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, направляющих абитуриентов на учебу, за исключением образовательных. Принятый документ устанавливает единые требования для всех. Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионом, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Более чем на 1 миллион рублей с лета этого года оштрафованы предприниматели, нарушающие указ главы Якутии о мерах по противодействию коронавирусу. Крупные торговые центры, площадь которых свыше 400 квадратных метров, должны закрываться на дезинфекцию до полудня по понедельникам, а площадью менее 400 квадратных метров теперь дезинфекцию проводят с 8 до 12 часов по воскресеньям. Какие наиболее частые нарушения встречаются во время рейдов, смотрите в следующем сюжете. У работников должны проводиться замер температуры и ведется соответствующий журнал. Работники этого ювелирного салона проводят уборку каждое утро за час до его открытия. Санитайзеры наготове в любую минуту. Достаточно много проходит. После каждого прихода, если мы увидим грязные стекла, мы сразу же протираем дезинфицирующим средством. Сразу же протираем мебель, чтобы все было чисто. Каждый магазин должен быть оснащен санитайзером для покупателей. На полу должна быть нанесена разметка по соблюдению социальной дистанции. Продавцы встречают покупателей в масках и перчатках. При выявлении нарушений составляется протокол. Составляем протокол осмотра, сразу же все фиксируем, все нарушения. Фиксируем это под видеозапись и вызываем на составление уже административного протокола. Как показывают регулярные рейды специалистов Министерства предпринимательства по объектам торговли, нарушителей в этой сфере становится все же меньше. Но, тем не менее, с лета сумма штрафов превысила 1 миллион рублей. Составлено и направлено в суд порядка 40 протоколов об административных нарушениях. Могут быть закрытия в случае рецидива. То есть, если у нас повторное нарушение, повторное выявление, это пускай будет то время, пускай это будет маски или разметка, или отсутствие дезинфицирующих средств. Это, если повторное, то это уже является основанием для приостановления деятельности до 90 суток. Часто бдительность в первую очередь проявляют сами покупатели. Они требуют от продавцов, чтобы те работали строго в масках и перчатках. Сами тоже не забывают о своей защите. Юлия Михайлова, Семен Семенов. Новости, Якутск. Спасатели Якутии проводят рейды на водных объектах. Как говорят специалисты, первый лед до наступления устойчивых морозов непрочен и обманчив. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен выдерживать лишь небольшую нагрузку. И днем, быстро нагреваясь, становится пористым и очень слабым. Одной из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди в этом состоянии неадекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными. Спасатели обратили внимание на то, что родители должны быть особенно бдительны. Нельзя допускать пребывание и игры детей на неокрепшем льду. Не отпускать их к водоемам без сопровождения взрослых. Нехватку машин скорой помощи в Иркутске помогли решить добровольцы. Все желающие водители города приняли участие в волонтерской акции. Они довозили медиков по адресам вызовов к пациентам. Анна Васильева с подробностями.
Начиналось все с одной машины. На следующий день их было уже 5. А сейчас на маршруты по Иркутску выезжает до 27 автомобилей. При этом никакой самодеятельности. Каждый вызов согласован с Министерством здравоохранения области. Ежедневно, 24 часа в сутки практически мы на связи с Министерством здравоохранения Иркутской области. И совместно с ними определяем наиболее проблемные места, где есть наибольшая потребность в автомобилях. И именно туда мы отправляем наших волонтеров. Система налаживается на глазах. Водители работают в удобное для них время, а заканчивая смену, передают коллегам списки адресов. У меня есть список адресов, то есть я получил от коллеги список, по которому он ездил. Здесь еще адреса, по которым нужно проехать. И я просматриваю по карте ближайшие адреса и отрабатываю маршрут, по которому мы потом поедем. Такую инициативу иркутян в первую очередь оценили медики. Ведь благодаря помощи добровольцев врач теперь может обслужить порядка 15-20 вызовов за день. У нас в день может доходить до 100 вызовов. Плюс мы наблюдаем активно и нуждающихся в ухудшении пациентов с ковидом, с пневмониями. Это тоже может доходить до 60 человек в день. И врач обслуживает с помощью дополнительных автомобилей 15-20 вызовов он берет на себя. То есть это много, это большое количество. В первую очередь водители развозят медиков к пациентам для сбора первичных и повторных анализов. Мы возим врачей, чтобы они взяли эти анализы. Это как бы относительно и безопасно, да, то есть мы не контактируем с больными, и врач полностью находится в СИЗО. У нас есть СИЗы, которые мы можем одевать, если считаем, что мы не болели и не имеет у нас нет иммунитета к этому заболеванию, тогда обязательно СИЗы, конечно. Самое главное здесь безопасность. И врач, и водитель соблюдают все меры предосторожности, совершая поездки. А медицинские учреждения области обеспечивают водителей необходимыми средствами индивидуальной защиты. Анна Васильева, Айтал Колесов, Иркутск. Якутянин Ринат Максутов стал финалистом первого национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций «Артмастерс». Об этом сообщили в пресс-службе Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Проект направлен на выявление и поддержку молодых талантливых профессионалов. По итогам чемпионата будут определены победители в основной программе и в каждой из 16 компетенций. Победитель финала получит сертификат на 500 000 рублей, который можно использовать на образование, приобретение профессионального оборудования, реализацию собственного проекта. Ринат Максутов участвует по компетенции звукорежиссер. Отдать за него свой голос можно на официальном сайте чемпионата до 6 часов утра 20 октября. Конский волос, перья глухаря, шкура оленя и береста. Из этих материалов и сделаны экспонаты новой выставки. В картинной галерее города Мирного ее открыли 16 октября. Любоваться работами якутской мастерицы Ульяны Поповой можно в течение 3 недель. Ксения Исламова продолжит тему. Вот этот узор называется кёвер. Тоже везде это как оберег и благословение. О якутских узорах и своих работах мастерица Ульяна Попова рассказывает, тщательно подбирая слова. На выставку в Мирный жительница села Тасюряха привезла не только свои, но и работы учеников. В сельском клубе она рассказывает о тонкостях шитья из бересты. Сама училась старинному ремеслу у бабушки, а позже у якутского мастера. Именно в одно время летом, там, в конце июня, в начале июля, светлая береста получается. Вот так. Вот такая светлая береста. А вот в августе вот темную, она с этим приходит, немножко с корочкой идет, поэтому вот темная получается. И для рисунка красиво. Но прежде чем собрать бересту, в тайге мастерицы устраивают настоящий обряд. Задабривают духов оладьями и просят, чтобы из природного материала получилась красивая, а главное, качественная вещь. Внуки мои интересуются, и они мне помогают там эти конские волосы разбирать, там считать, там все там по счету делается по одной волосиночке. И семейный подряд у нас получается. Опахало от комаров, варежки и даже веер из перьев глухаря. Эти работы сложно назвать экспонатами. Почти все из представленного на выставке в наше время носят и используют многочисленные родственники и друзья Ульяны. А эти детские унты когда-то носила внучка мастерицы. Так как
Тасюрях отмечает 125-летний юбилей, и я им предложила представить нам своего, самого такого мастера нашей картинной галереи. Мы соскучились по своей работе и дальше продолжаем интересоваться такими людьми. Шляпки из конского волоса, расшитые бисером чепраки или берестяная посуда. Все это можно увидеть в Мирном офлайн и онлайн. Для того, чтобы посетить картинную галерею, желательно позвонить и предупредить о визите. Онлайн-выставку можно увидеть в социальных сетях. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Этническая коллекция амазонки Якутии художника-модельера Лидии Будищевой вошла в программу финального показа Aspara Fashion Week наравне с представителями модного дома Пьера Кардена. Специально для конкурса был снят ролик с участием моделей студии Dream Models в Якутске. Коллекция амазонки Якутии раскрывает образ современных амазонок. Уникальность работ в том, что автор создает эскизы и шьет каждое свое творение без посторонней помощи. Вручную расшивает бисером и мехом богатые узоры. Лидия Будищева – автор 6 модных коллекций, 3-кратный победитель международного конкурса высокой моды национального костюма «Этноэрата». Модельер руководит также театром мод Республиканской коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Коллекция прошлогодняя, я ее специально подготовила для своей юбилейной выставки. Коллекция эта в этническом стиле, с ручной бисерной вышивкой, где сплетается современный дизайн с этническим колоритом. От участия в показе мод я воплотилась энергией, красоты и грации. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за онлайн-голосование. У моей коллекции больше всех просмотров и лайков. Коллекция была представлена в 4-й день наравне с дизайнерами из стран Америки, Африки, арабских стран и Европы. Коллекция заняла достойное место в программе Aspara Fashion Week. Коллекцию амазонки Якутии можно отличить сразу, потому что она выполнена в стиле неофольклор. Свежий, современный взгляд на традиционный якутский костюм. Думаю, Лидия Будищева смогла показать миру не только якутский костюм, но и традиции и культуру якутского народа. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.